Я приветствую всех, кто смотрит нас в Камрате и Кишиневе 6 часов вечера. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Серкелей. Сегодня четверг, 8 декабря, и самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на нас в YouTube и Facebook, тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым, пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономии в стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Мы признательны вам за вашу поддержку. В описании вы найдете ссылку nokta.md «Поддержать Nokta», по которой вы можете сделать пожертвование нашему новостному порталу. Там описан способ того, как сделать разовое пожертвование. Если вы хотите стать нашим патроном, то в описании к этому видео вы также найдете ссылку на наш аккаунт в Patreon. Ну а мы переходим к темам сегодняшнего выпуска. В первой части выпуска мы поговорим с председателем правления Молдова-Газ Вадимом Чабаном о сделке Энергокома и Молдгрэс и роли Молдова-Газ в этом процессе, а также о планах Вадима Чабана на предстоящие выборы Башкана. Во второй части выпуска мы поговорим с исполнительным директором Ассоциации независимой прессы Петру Маковей о новом регламенте Народного собрания об аккредитации СМИ, который очень ограничивает свободу слова в Гагаузии. В третьей части выпуска мы поговорим с председателем Союза журналистов Литвы Денисом Раджавичусом о ситуации вокруг телеканала «Дождь», который недавно лишили лицензии на вещание в Латвии. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, у нас на связи по скайпу представитель правления акционерного общества «Молдова-Газ» господин Вадим Чабан. Господин Чабан, здравствуйте. Слышите ли вы студию? Да, добрый день. Рада вас видеть, господин Чабан, и возможности задать вам вопросы. Сейчас все обсуждают, но во всяком случае в течение этой недели, все обсуждали сделку между Энергокомом и Молдгрэс. И не столько саму сделку, сколько условия этой сделки. Условия связаны с тем, что все 5,7 миллионов кубометров в сутки, которые поставляет «Газпром» сейчас Республике Молдова, все передаются на левый берег для того, чтобы взамен Республика Молдова, в смысле правый берег, получал электроэнергию, производимую Молдгрэс. Безусловно, во всей этой сделке Молдова-Газ играет, скажем так, ключевую роль. Чья была вообще эта инициатива передавать все 5,7 кубометров? Откуда она исходит? Она исходит из Москвы, она исходит из Кишинева, из «Газпрома», Молдова-Газ или, может, из Тирасполя? Да, да, это очень важный вопрос. В принципе, вопрос касается больше энергобезопасности нашей страны. Если ответить напрямую на ваш вопрос, инициатива исходит больше от правительства Республики Молдова, конкретно от Министерства инфраструктуры и регионального развития, потому что я думаю, что исходя из тех событий, которые были непосредственно в ноябре месяце, когда страна почувствовала на себе, что такое два блэкаута, и, к сожалению, за это время не было возможности, скажем так, иметь полноценное, устойчивое энергетическое соединение с Европейским Союзом, то, скажем так, это самое такое рациональное решение с точки зрения энергобезопасности страны. Касательно роли Молдова-Газ, да, вообще, если говорить исторически и говорить о поставках природного газа на правый и левый берег, конечно, Молдова-Газ здесь играет основную роль. Здесь можно пойти обратно в историю, как создавался Молдова-Газ, для каких целей. И одной из целей была, конечно же, поставка природного газа на два берега Днестра и создание компании путем, скажем так, обмена активов или долга на акции. Поэтому ключевая роль, конечно, здесь принадлежит правительству. Были определенные консультации с нами. И, соответственно, на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям этот объем газа, который мы получаем от «Газпрома», в целях производства электроэнергии мы будем отдавать Тирасполь-Трансгазу. И, соответственно, уже страна, то есть Энергоком непосредственно на основании договора, подписанного с Молдавской ГРЭС, будет получать ту электроэнергию. И здесь один момент очень важный. Я не знаю, если коллеги с Министерства инфраструктуры и регионального развития
об этом говорили, я думаю, что уже говорил господин вице-премьер-министр, господин Спын. Молдавская ГРЭС служит очень основным важным стабилизатором и основным звеном в энергосистеме как Республики Молдова, Украина, Одесской области, непосредственно и Приднестровья. Поэтому здесь исключать роль этой станции сейчас, когда идет война в Украине, и у нас нет связи непосредственно поставок электроэнергии с Украины, конечно же, роль этой станции она имеет очень, очень большая. И тем более линии электропередач, которые соединяют Республику Молдова с Румынией, непосредственно с Евросоюзом, их всего лишь 5. Одна высоковольтная – это молдавская ГРЭС Вулканишка и Сакча. И, соответственно, 4 110-ок, так называемых 110 киловольт, которые позволяют ограниченное количество электроэнергии получать в Румынии в синхронном режиме. Это до 200 мегаватт. То есть очень уязвимая связь наших электроэнергетических систем на данный момент. Хорошо. Один из основных вопросов, которые волнуют всех, это долг. Да? Потому что мы знаем, что весь газ, который поставляется Молдова-Газ на левый берег, Тирасполь-Трансгазу, он не оплачивается левым берегом, и он где-то накапливается. Сейчас там долг левого берега, поправьте меня, если я не ошибаюсь, по-моему, превышает 7 миллиардов долларов за весь период, да, что левый берег потреблял газ. У всех возникает вопрос, вот мы сейчас весь газ, который поставляет «Газпром», передаем на левый берег. Во-первых, что будет с этим долгом и кто за него будет платить? Некоторые говорят, что не нужно будет за него платить. Кто-то говорит, что рано или поздно нужно будет за него платить. Вот разъясните, пожалуйста, эту часть сделки. Михаил, вопрос, конечно же, нас тоже очень беспокоит, потому что Молдова-Газ является коммерческим предприятием, и никому бесплатно мы газ не поставляем. Если говорим про Приднестровье, то у нас в любом случае есть договор о поставке, коммерческий договор. И та задолженность, которая числится за нашим предприятием, дочерним предприятием Тирасполь-Трансгаз, эта задолженность фиксируется. Каждый месяц, квартал, год эта задолженность фиксируется в конкретных актах. Говорить о том, что мы поставляем бесплатно, не совсем правильно. Мы поставляем по такой же цене, которую получаем от газа от «Газпрома», согласно договора, который у нас есть. И факт того, что Приднестровье или Тирасполь-Трансгаз не оплачивает, это не означает, что этот долг не фиксируется. Долг фиксируется, и я надеюсь, что рано или поздно этот долг они оплатят. Ну хорошо, нет, я не утверждаю, что вы поставляете бесплатно. Безусловно, там есть договорные отношения. Но сам факт того, что 9 миллиардов лет, откуда Тирасполь-Трансгаз, долларов, извините, да, откуда Тирасполь-Трансгаз возьмет такие деньги? И не окажемся ли мы в ситуации, когда Молдова газ — это предприятие, где у молдавской стороны, у молдавского правительства или государства есть там доля акций 33%, если я не ошибаюсь. Не получится так, что правый берег и в целом Республика Молдова должна будет их. Вот этот вопрос, который волнует всех, да. Скажем так. Да. Я отвечу, это коммерческий долг, и сегодня есть коммерческие отношения между двумя предприятиями, между правым берегом и левобережьем. Молдова-Газ, как, скажем так, зонтик, который является поставщиком для правого и левого берега. Но сейчас для правого берега у нас, соответственно, будет не «Газпром», а «Энергоком», но это коммерческий долг. Долг фиксируется. Никто от наших потребителей этот долг взыскивать не будет. Отвечать за этот долг и обязанным его выплатить является Тирасполь-Трансгаз, соответственно, потребители Приднестровья. Если мы говорим про потребителей Приднестровья, то здесь, конечно же, нужно говорить об администрации Приднестровского региона, потому что эти средства, которые оплачивают потребители с левого берега, даже по низким тарифам, или молдавская ГРЭС оплачивает непосредственно Тирасполь-Трансгазу, нашему предприятию, они накапливаются на специальном счете. Все прекрасно знают, что за счет этого специального счета функционирует вся бюджетная система Приднестровья. И обязанным по этому долгу является непосредственно администрация Приднестровского региона. В 2020 году мы предложили вариант межправительственного соглашения. Это было предложение Молдова-Газ. Я в последнее время смотрю очень много критики в этот адрес. Но мы предложили комплексное решение, в том числе по Приднестровскому долгу. На тот момент, ввиду и в силу определенных политических причин,
Этот документ не был согласован на уровне межправкомиссий. То есть есть платформа специальная, межправительственная комиссия по экономическому, торговому. Вы имеете в виду межправительственное соглашение между Молдовой и Россией, так? Да, потому что в любом случае по межправсоглашению, об этом мы говорили еще и в октябре 2021 года, когда проводили переговоры с «Газпромом» при участии непосредственно правительства. Поэтому наше предложение, оно было представлено акционерам в 2020 году в мае. К сожалению, судьбу этого проекта все прекрасно знают. Сейчас никто не готов его обсуждать. Но в любом случае при политическом решении Приднестровского конфликта вопрос по долгу Приднестровья он будет на повестке дня. Но никто, еще раз подчеркну, так как это долг коммерческий, и за это ответственно один из акционеров компании, думаю, что непосредственно при участии акционеров этот вопрос должен решаться, но потребители правого берега, то есть мы с вами не будем оплачивать ни одного лея, бануцы, цента долга за счет потребителей Приднестровья. Ну, наверное, еще один вопрос, связанный с поставками газа и так далее. Вот какова роль в будущем, да, какую роль вы видите за Молдовагаз? Потому что сейчас какая ситуация, какую ситуацию мы наблюдаем? Молдовагаз является тем предприятием, которое заключает договор с «Газпромом». «Газпром» не заключает договор с «Энергокомом». В то же самое время «Энергоком», который сейчас закупает газ, условно говоря, на Западе, он является основным предприятием, которое закупает газ, не Молдовагаз. Можем ли мы сказать, что Молдовагаз в принципе существует для того, чтобы обеспечивать ту схему для поставок газа на левый берег? Или какова роль вообще Молдовагаза в будущем, скажем так? Молдовагаз является холдинговой компанией. Здесь, если мы говорим про всю нашу структуру, то должны говорить о поставке природного газа, о транспортировке природного газа и распределении, то есть доставке этого природного газа нашим потребителям. В нашей структуре действует два газотранспортных предприятия, это Молдова-Трансгаз и Тирасполь-Трансгаз. И действует 12 газораспределенных предприятий. Это зональные операторы газораспределительных сетей, допустим, как в Грузии есть Гагаузгаз, в обязанности которых входит доставка природного газа непосредственно до каждого потребителя, до счетчика, до измерительного прибора. Поэтому структура в части управления газотранспортной системой и газораспределительной системой, они остаются за Молдовагаз. То, что касается поставки, здесь, конечно, в условиях то, что сейчас поменялся поставщик, наш основной поставщик по правому берегу, это Энергоком вместо Газпрома, из-за того, что не достают объемы. Значит, поставка, мы ушли с оптового рынка и непосредственно остались на рынке ритейл или на спотовый, да? непосредственно сбытовом рынке, конкретно конечным потребителям, то есть поставщик последнего звена. Если раньше мы покупали на точках Гребенники, Алексеевка природный газ у «Газпрома», сейчас наш объем мы покупаем с двух других точек. Это Унгена, либо это непосредственно Тагатин рядом с Кишиневым, и в Каушанах, если идет импорт природного газа по трансбалканскому коридору, то, что сейчас происходит, мы закупаем Энергоком. То есть Энергоком занял роль непосредственно поставщика на оптовом рынке, та роль, которая была раньше у нас. Мы, соответственно, покупаем на оптовом рынке у Энергокома и поставляем уже на рынке непосредственно, сбытовом рынке, или так скажем, рынке ритейл для конечных потребителей. То есть здесь наша роль поменялась. Что будет дальше с поставкой? Конечно, здесь очень много, я слышал, дискуссий в части роли Молдовагаз. Пока я думаю, что поставка сохранится за компанией Молдовагаз до окончательного внедрения третьего пакета. Что должно произойти в следующем году. Поэтому, в принципе, по плану реорганизации сектора, который, в принципе, утвержден еще в октябре 2019 года, после этого определенные корректировки были в 2020 году, компания должна создать отдельную сбытовую компанию,
одно газораспределительное предприятие и, соответственно, Молдова Трансгаз, которая должна быть независимым автономным оператором. Ну, господин Чубан, вы упомянули внедрение третьего пакета. То есть он, безусловно, изменит и роль Молдова Газ. Не планируете ли вы поменять работу? Ну, например, не могу не спросить вас про вопрос, будете ли вы баллотироваться на выборах Башкана, который 30 апреля должен состояться? Я окончательного решения еще не принял. И сначала в рамках различных интервью и передач, как только это решение будет принято, соответственно, я об этом сообщу. Пока еще в раздумье. Хорошо, а от чего зависит это решение? Это, не знаю, ваше личное решение, семья должна принять решение, не знаю, там, какие-то возможные, не знаю, там, звезды должны сойтись. От чего это решение зависит? Все вместе. Ну, конечно же, это должно быть мое личное решение, но эти решения должны... Я принимаю такие решения, конечно же, буду консультироваться с семьей. Это касается будущего непосредственно моего и семьи, моей семьи, так как это отразится на семье, потому что это переход обратно в политику немного, соответственно, будет означать определенные неудобства для моей семьи. Но, Михаил, пока еще я решение не принял, посмотрим. Ну хорошо, я не могу вас не спросить еще про один вопрос. Вы были первым заместителем председателя исполнительного комитета Гагаузии 4 года. Это первый срок башканства Ирины Улах. Вы ушли с этой должности. Как бы, ну, вас устраивает, довольны ли вы тем, как обстоят дела в Гагаузии сейчас? Как бы, учитывая всю ту критику, бюджетный процесс. При вас я не помню, что были такие бюджетные кризисы у нас, как бы, но вот после вас ушли. Вы как бы извините, что я так свернул на гагаузскую политику, но мне кажется, вопросы, связанные с Гагаузией, они гораздо более важнее, да, то есть как бы это уже вопрос такого, мне кажется, национальной политики, даже где-то частично геополитики, да, то есть вас устраивает, ну как бы, как обстоят дела в Гагаузии в плане с бюджетным процессом и со всем остальным, что мы видим? Михаил, мы с вами, гагаузы, конечно, переживаем, как и вы, и я переживаю за судьбу региона и то, что там происходит. Я слежу внимательно за всеми процессами. Я думаю, что неэтично сейчас оценивать оценку давать действиям либо Народного собрания, либо исполкома и всего вот этого процесса, в том числе бюджетного. Каждому периоду деятельности, ну, скажем так, в каждом периоде были определенные свои обстоятельства по принятию решений, и взаимодействия и так далее. Я не могу сейчас, не зная ситуацию изнутри, непосредственно в деталях, говорить и давать какие-то оценки. И думаю, что это неэтично. Я хочу только сказать, что переживаю, и в любой момент, конечно, если есть определенные вопросы касательно и развития, и внедрения каких-то проектов, то с удовольствием принимаем в этом участие. Во благо региона и наших людей. Ну хорошо, я задам вопрос по-другому. Что бы вы сделали иначе? Ну, иначе, я думаю, что все-таки основной вопрос, это касается общения, это касается коммуникаций. В этом направлении я бы намного больше бы внимания уделил вопросам общения именно с теми депутатами, которые входят в какую-то оппозиционную структуру, и больше с ними общался и уделял больше времени именно, чтобы мнение, допустим, в этом случае исполкома, я ни в коем случае не говорю сейчас про конкретные действия, больше, чтобы это мнение было аргументировано, доводилось до тех депутатов, народных избранников, примаров, которые, скажем так, находятся в определенной позиции. И я это вижу, что здесь есть дефицит общения, а больше вот конфликтных ситуаций, которые ни к чему не приводят. Это мое личное мнение. Ну хорошо, и еще один, наверное... Да. Я прошу прощения, в бытность моей работы непосредственно первым заместителем, я не хочу говорить, потому что были разные периоды. Ну, я знаю, что народные избранники в любом случае и примары, с ними можно находить компромисс, потому что договариваться можно и решать проблемы во благо людей, это нужно делать. Это мое мнение. Мы находили компромисс. Ну да, мы видели, да, как вы, вам удавалось, да, договариваться с примарами, как бы находить общий язык. Ну тогда как бы и ситуация была немножко другая, европейские гранты, одно, второе, но в целом как бы
Бюджетных кризисов, я еще раз повторюсь, мы не видели. Но опять же, местные вопросы, как бы они как местные вопросы. Вы знаете, есть такое мнение, и опять же, говоря о Гагаузии, есть такое мнение от многих международных экспертов, я это слышу, и в Кишиневе я это много слышу, что в принципе вот в контексте вот этой войны в Украине Гагаузия где-то многим кажется более проблематичной, чем даже Приднестровье. Как бы все мы слышим вот эти вот заявления в Гагаузии, которые звучат иногда очень неоднозначно или даже очень однозначно. Как вы расцениваете эти заявления? Как бы, и какую роль вообще и позицию должна принимать Гагаузия в этой войне? И должна ли Гагаузия и гагаузские политики так яро высказывать свои там, симпатии по отношению, допустим, к той же России, которая организовала эту войну, к сожалению, в Украине? Не хочу сейчас говорить, делать какие-то политические декларации, тем более не являюсь политиком. Понимаете, что Гагаузия всегда пыталась, последнее время, как будучи и работая в исполкоме, у нас был принцип работы на 360 градусов. И работали со всеми, и с Европейским Союзом, и с Украиной, и с Российской Федерацией, Белоруссией, Турцией. Сейчас то, что происходит в Украине, конечно, это большая катастрофа, это отражается на всех. Мы видим конкретно, как это отражается на энергетике. Давайте все-таки нужно проявлять мудрость и уважать и думать прежде всего о Республике Молдова, думать о наших людях. И, конечно, я бы не говорил сейчас с точки зрения больше геополитики. Нужно решать конкретные проблемы людей. Хотя в последнее время очень многие связывают, в том числе эти проблемы, которые связаны с тарифами, с энергетикой, связаны с газом, электроэнергией и так далее. Определенные, скажем, эффекты от войны в Украине чувствуются, особенно в энергетике. Поэтому здесь нужно четко понимать эту ситуацию. Но в любом случае не надо закрывать двери и прекращать с кем-то сотрудничать или дружить против кого-то с кем-то и наоборот. Это мое личное мнение. Хорошо, да, я понимаю. Кстати, 360 градусов, да, это был такой красивый лозунг и слоган, который использовал исполнительный комитет. Это, кстати, по части экономики, да, я сейчас не про политику говорю, я говорю про экономику. Вот в нынешней ситуации, в нынешних условиях, возможно ли 360 градусов? Во-первых, опишем контекст, да, Россия под санкциями, вот Европейский Союз анонсировал 9-й пакет санкций. Вообще, возможно ли 360 градусов? В любом случае Гагаузия является частью Республики Молдова. То есть, где будет Республика Молдова, там должна быть и Гагаузия. Так как мы являемся, Республика Молдова является независимой страной. Мы являемся регионом, который функционирует на основании определенных принципов, заложенных в законе об особом правовом статусе Гагаузии. Здесь, я думаю, что должен быть нормальный диалог с Кишиневым, и все эти вопросы, конечно же, должны обсуждаться. Надо уходить от политических и геополитических деклараций, а заниматься конкретными проблемами. Потому что вы сказали про бюджетный процесс, и вот этот период 20-21 годы, как трудно утверждался бюджет, как трудно утверждались изменения, дополнения в этот бюджет. Это говорит о том, что, еще раз, нужно общаться, нужно находить конкретные компромиссы, в том числе с Кишиневым. Потому что Гагаузия – это часть Республики Молдова. В любом случае мы от Республики Молдова никуда не уйдем. Это наш дом. Господин Чебан, спасибо большое за то, что пришли к нам в эфир и прокомментировали ситуацию и ответили на наши вопросы. Ждем вас еще. Спасибо большое, Михаил. Да. Друзья, у нас на связи по скайпу исполнительный директор Ассоциации независимой прессы Петро Маковей. С господином Маковеем я предлагаю поговорить о последнем решении Народного собрания, или одном из последних решений Народного собрания. Был принят новый регламент аккредитации СМИ, который на самом деле очень сильно ограничивает работу СМИ и очень сильно ограничивает свободу слова в Гагаузии. И это не первый случай, к сожалению. И вот что с этим делать, я предлагаю поговорить с нашим сегодняшним гостем, господин Маковей. Здравствуйте, слушатели в студии. Здравствуйте.
Господин Маковей, ну в целом, как вы оцениваете это решение? Мы с вами неоднократно, по-моему, говорили по этому поводу. Вот было до этого действовало решение 2012 года, вот теперь действует какое-то новое решение. И вот мы считали, что решение 2012 года, регламент от 2012 года хуже быть не может, но оказалось, что может. Вот в целом, как вы охарактеризуете эту ситуацию, которую мы наблюдаем в Гагаузии? Ну, мы в Ассоциации независимой прессы очень сильно обеспокоены этим решением, и приходится констатировать, к сожалению, что ситуация со свободой СМИ в Гагаузской автономии, вернее, с гарантиями свободы СМИ и свободы деятельности средств массовой информации как очень важный инструмент демократии, который помогает информировать людей с разных точек зрения, к сожалению, в Гагаузской автономии ситуация ухудшается. Мы и раньше утверждали, основываясь на конкретных фактах, на конкретных атаках против журналистов и на нежелании властей автономии принимать меры к тому, чтобы создать необходимый климат работы средств массовой информации для того, чтобы они свободно могли документировать и информировать свою аудиторию. К сожалению, и до сих пор были некоторые проблемы, но последние решения и последние атаки, с которыми сталкивались вы лично, Михаил, и другие коллеги из независимых средств массовой информации Гагаузии, говорит о том, что, к сожалению, мы имеем ухудшение ситуации и нежелание властей Гагаузии принимать к этому какие-либо меры. Вместо того, чтобы помогать СМИ Гагаузии и быть более транспарентными в принятии решений, Народное собрание принимает это положение, которое, насколько я понимаю, даже не было обсуждено непосредственно с редакциями и журналистами, то есть с людьми, на которых это положение будет иметь конкретное влияние на их работу. То есть не обсуждая с журналистами этот вопрос, который их непосредственно касается, было принято это положение. Насколько я понимаю, не были приняты во внимание ни те рекомендации, которые были даны представителям народного адвоката в Гагаузии, и это является еще одним признаком того, что это положение, оно не соответствует демократически общепринятым нормам в демократическом государстве. Уже не говоря о том, что из себя представляет это положение, какие там нормы прописаны. И, извините, я прочитал это положение от начала до конца. Мне кажется, что им просто нужно было написать, переименовать это положение, чтобы оно было положение, как не позволять независимым средствам массовой информации принимать участие в заседаниях Народного собрания Гагаузии. В данном случае, я думаю, что они бы не согрешили против истины, если бы они написали, как запрещать редакции НОКТ МД принимать участие в заседании Народного собрания. Потому что ваша редакция очень часто является мишенью атак и со стороны политиков, местных политиков в Гагаузской автономии. Касаясь конкретно статей этого положения, они вызывают глубокое возмущение, и сегодня неправительственные организации в области СМИ опубликуют декларацию, в которых они выскажут свою озабоченность и требования к Народному собранию Гагаузии, чтобы оно отменило это свое положение или доработало бы ее в самом лучшем случае. Но мне кажется, что они должны просто его отменить и начать, если они обязательно хотят принять положение об аккредитации, хотя лично я не вижу никакой необходимости, острой необходимости в том, чтобы процесс аккредитации журналистов, их не так много в Гагаузской автономии, не наблюдалось. Я не помню, я очень часто смотрю заседания Народного собрания Гагаузии из профессионального интереса, потому что там очень часто звучат некоторые фейк-ньюзы относительно того, что происходит в нашей стране и в нашем регионе, но я не наблюдал ни одного случая, когда было столько журналистов на этом заседании, что практически зал не вместил бы всех желающих. Вот здесь, да, кстати, пару слов, если можно. Зачем вообще нужны такие регламенты
и какова их по большому счету цель, да, то есть нужны ли они в таких случаях, когда вы, как вы говорите, вот есть там один-два журналиста? Именно поэтому я повторюсь, я не вижу острой необходимости в том вообще, чтобы был процесс аккредитации журналистов на заседаниях Народного собрания. Повторюсь, есть у нас и закон прозрачности принятия решений, согласно которому вообще любой человек может присутствовать на заседании Народного собрания, но мы с вами были свидетелями и раньше таких выпадок со стороны Народного собрания к неугодным СМИ, когда они там запрашивали, я не знаю, там аккредитацию или регистрацию онлайн-порталов, несуществующие в нашей стране, или вообще под выдуманным предлогом просила журналистов выйти из зала заседания. Но, опять же, я не вижу необходимости. Но если народный депутат аргументированно, они должны объяснить обществу, почему вообще этот процесс аккредитации нужен, если даже они посчитают, что это нужно. И аргументы будут очень сильными, и общество с этим согласится. Опять же, есть демократические нормы во всем мире, касающиеся аккредитации. Те статьи, те нормы, которые есть в этом положении, они никак не отвечают этим стандартам. То есть там в любой момент, во-первых, процесс получения этой аккредитации очень сложный. Редакциям нужно, и не факт, что ваше заявление об аккредитации утвердят, потому что там очень много таких заковырок, за которые они могут, учитывая которые или основываясь на которых они могут отказать вам в регистрации. Ну, например, может не понравиться внешний вид нашего журналиста. Вот там буквально сейчас была цитата из этого положения, да, где говорится о том, что должен быть надлежащий вид. Что такое надлежащий вид, не совсем понятно. Да. Учитывая, что говорят некоторые депутаты Народного собрания Гагаузии, это, скорее всего, должно быть, я не знаю, особенно если речь идет о женщинах-журналистках, наверное, это должно быть закрытое платье до пола, и что касается мужчин-журналистов и так далее. То есть это вообще выдуманные все. Я понимаю, что вместо того, чтобы заниматься нормальным законотворчеством гагаузской автономии, они выдумывают разные положения для того, чтобы неугодных, в данном случае журналистов, заблокировать их доступ. Давайте немножко так, чтобы, не знаю, там, разрядить обстановку. Там есть одно положение, мне очень нравится, это по поводу этих эротических изданий, которые занимаются производством эротического контента. Вот, в частности, отдел по коммуникации и информационному обеспечению вправе отказать в аккредитации редакциям средств массовой информации, которые по роду своей деятельности являются сугубо специализированными изданиями, рекламными, справочными, эротическими. Вот, да, я думаю, что там в этом отделе сидят только специалисты в области эротики и порнографии, и они, наверное, будут под свои какие-то стандарты определять. Какое-то издание является... Там, по-моему, все Народное собрание специалистов в области эротики и порнографии. Да, я думаю, там вообще-то можно говорить, извините меня, о каком-то политической порнографии, потому что, и опять же, это вообще ни в коем случае не красит народных депутатов Гагаузии, вместо того, чтобы принимать какие-то законы, местные законы, которые помогли бы в решении каких-то экономических и социальных проблем, они выдумывают проблему, а потом пытаются решать ими же выдуманную проблему. Хорошо, господин Маковей, если, скажем так, насколько вообще эта ситуация уникальная для нашей страны? Есть ли аналогичные попытки в других районах на местном уровне таким же образом ограничить свободу СМИ? Или это уникальность? Это будет комрадское ноу-хау однозначно, но были некоторые случаи, когда на определенных заседаниях районных советов были попытки районных советников запретить средствам массовой информации снимать или делать какие-то аудиорегистрации. Но все эти случаи в конечном итоге были обжалованы в судебном порядке, я это советую. Я абсолютно уверен, что госканцелярия должна отреагировать на сегодняшнее заявление МПО в области СМИ и потребовать отмены этого положения как не соответствующим стандартам в демократическом обществе. Повторюсь, вообще все это положение, оно вызвало бы смех, если бы не было так грустно от понимания того, что это специальный документ, который был утвержден для того, чтобы ограничить информацию граждан Гагаузии о том, как тратятся их деньги.
А независимые средства массовой информации очень часто показывали, как в Народном собрании они свои склоки там решают, вместо того, чтобы решать насущные проблемы, как они, в принципе, за их деньги происходит все это действие в Народном собрании. Они хотят, чтобы об Народном собрании говорили только хорошо или вообще не говорили, но, извините меня, так говорят только о мертвых людях, то есть о мертвецах или хорошо, или ничего. Мне кажется, что Народное собрание Гагаузии должно понимать, что оно еще живо, и о нем нужно говорить. Люди вправе понимать и видеть, как тратятся их деньги. Я думаю, депутаты Народного собрания Гагаузии порядком подзабыли о том, что существование как такового органа Народное собрание идет за публичные деньги. А публичные деньги – это значит транспарентность их затрат. Ну, говоря о тенденциях, мы видим, что Республика Молдова, в принципе, движется в сторону Европейского Союза и в плане законодательства, и пытается привести законодательство и ситуацию, нормативную базу в соответствии, и практики в том числе в соответствии со стандартами Европейского Союза. А вот в Гагаузии мы наблюдаем некий такой движение в другую сторону, в сторону России. Да? То есть ограничение России, Беларуси, ограничение свободы СМИ. Ну, то есть, слава богу, они как бы не могут у нас там нас лишить гражданства или вытеснить вообще из страны. Но если бы у них была такая возможность, я думаю, они и на это бы пошли. Не надо им давать идеи, Михаил. Да, я согласен, да. Вот что должно произойти для того, чтобы таких решений на местном уровне не было принято? Потому что принято считать, что Гагаузия как бы такой особый случай, хотя это тоже часть Республики Молдова, и законодательство Республики Молдова распространяется в том числе и на Гагаузию. Однозначно, законодательство обязательно к исполнению на территории Гагаузской автономии, как на территории всей страны, а нормы, которые... Национальное законодательство уточним, да? Национальное законодательство, а те местные нормативные акты, которые не соответствуют законодательству, должны быть отменены в судебном порядке. То, что происходит в Гагаузии, действительно вызывает очень много обеспокоенности. Я не удивлюсь, опять же, не хочется, как мы раньше с тобой шутили, не хочется давать им идеи, но я не удивлюсь, если завтра, послезавтра народные депутаты Народного собрания не примут местный закон об иностранных агентах, как закон, который есть и в России, и в Беларуси, и, по-моему, в Приднестровском непризнанном регионе тоже. Тоже есть такой закон. Да. Я уверен в том, что любой такой закон местный или подзаконный какой-то акт должен быть опротестован. И я, пользуясь случаем, еще раз мы требуем от имени медийных МПО нашей страны, требуем, чтобы госканцелярия в это вмешалась, потому что однозначно это положение не соответствует национальному законодательству, и это очень легко доказать. И самое, конечно же, опять повторюсь, все положение является противозаконным, но в особенности тот порядок, по которому они могут отозвать эту лицензию, вообще это из ряда вон выходящие такие положения, однозначно, если по тексту этого положения они могут отозвать аккредитацию у того СМИ, который освещает работу Народного собрания не так, как они хотят. Это между строк можно прочесть. Это является, в принципе, актом цензуры. А цензура предусмотрена в Уголовном кодексе Республики Молдова. И такого рода попытки ограничивать свободу прессы подзаконными какими-то актами, которые находятся на лимите уголовного законодательства, нужно пресекать. Буквально там еще одно положение, это связано с тем, что депутатов нужно якобы уважать. Они говорят о том, что журналист должен демонстрировать уважение к достоинству депутата. Кстати, хочу выразить благодарность национальным СМИ в области средств массовой информации, которые высказались в поддержку или против этого решения, в частности, в поддержку независимых СМИ. Но что можно было бы делать, дальше, допустим, для того, чтобы такие акты не произнесли? Потому что редакция сама должна защищать, с одной стороны, право редакции должна защищать сама редакция.
Что бы вы посоветовали гагаузским редакциям в этом случае? Ну, тех, кого это, безусловно, беспокоит. Потому что есть редакции, которых это не беспокоит. Мне бы очень хотелось, чтобы все гагаузские редакции, которые будут на них вот именно вот это антизаконное положение Народного собрания Гагаузии будет распространяться, да? Распространяться в первую очередь. Чтобы было очень сплоченно, выступили все, вне зависимости от редакционной политики. Я понимаю, что в гагаузской автономии, так как и на национальном уровне, есть интересы, есть политики, которые являются собственниками средств массовой информации. В данном случае все журналисты, которые считают себя журналистами, а не какими-то пропагандистами или, я не знаю, другими агитаторами, важно, чтобы все редакции Гагаузии сплотились и были солидарны в общем своем требовании отмены этого положения. Мы, со своей стороны, на национальном уровне будем тоже этого требовать. И очень сильно надеемся, что на этот раз, потому что у нас были и ранее декларации в поддержку независимости, свободы слова в Гагаузии, и они не всегда находили понимание со стороны властьпридержащих, но очень сильно надеемся, что в данном случае мы сможем добиться того, чтобы это, повторюсь, антидемократическое противозаконное положение было отменено. Что касается уважения, которое требуют к себе депутаты Народного собрания, извините меня, уважение – это из той же категории, что и репутация. Это то, что о тебе думают другие люди. Это не то, что тебе все обязаны тебя уважать. Тебя должны уважать за твои действия. И репутация – это является суммой твоих действий и того, как эти действия отражаются на других. Для того, чтобы депутатов Народного собрания уважали не только журналисты, но и все гагаузское общество, нужно, чтобы эти депутаты понимали, что они там сидят на этих заседаниях для того, чтобы вырабатывать законы, которые помогали бы развитию гагаузского общества, а не являли собой как бы препоны к развитию, демократическому развитию Гагаузии. И, наверное, последний вопрос. Господин Маковей, не усматриваете ли вы в этом, ну, не знаю, мы очень часто читали последние расследования о связях гагаузских политиков, там, не знаю, с российскими спецслужбами и так далее. Не является ли вот этой попыткой показать, что Гагаузия как бы движется против трендов, которые существуют в Республике Молдова, или некие, понятное дело, не только способность, не только желание ограничить деятельность СМИ, но и в целом показать, как бы, что Гагаузия идет по определенному тренду? Ну, мне кажется, что это, скорее всего, является как бы еще одной попыткой доказать, что Гагаузия является дестабилизирующим фактором в Республике Молдова, к сожалению. И я не понимаю, почему местные политики настаивают на том, что они должны в обязательном порядке принимать обратные молдавским законодательством местные законы. Это касается очень многих областей, я уже не буду их перечитывать тут. Но однозначно это является как бы побочным результатом того, что местные политики ориентированы не на демократическое европейское общество, а на российское общество и на российскую нынешнюю политическую элиту, которая любыми способами приглушают и продолжают глушить независимые голоса и независимые средства массовой информации в России. Это однозначно не пример для подражания Гагаузии. Господин Маковей, спасибо большое, что пришли к нам и прокомментировали ситуацию. Ждем вас еще. С удовольствием. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить о решении регулятора Латвии в области электронных СМИ о приостановке лицензии или права на вещание на территории Литвы телеканала «Дождь», который вынужден был эмигрировать в Латвию после того, как началась война, полномасштабная российская агрессия. И, в принципе, как бы не осталось места для деятельности свободных СМИ в России. И вот Латвия приняла решение, регулятор Латвии принял решение об отзыве лицензии после эфира, где говорили о помощи, ну я как бы так грубо, сейчас перевожу, грубо цитирую, да, помощи мобилизованным, которые оказались в сложной ситуации на фронте. Я предлагаю обсудить эту тему с нашим сегодняшним гостем Данисом Радзявичусом, председателем Союза журналистов Литвы. Господин Радзявичус, здравствуйте, слушатели в студии.
Добрый день. Я, наверное, только дополню, что у меня есть опыт тоже работы в комиссии по вещанию, радио, телевидения, литовский аналог коллег из Латвии, поэтому нам приходилось много общаться и после 2014 года, после аннексии Крыма, тоже по ограничениям некоторых вопросов, поэтому у нас есть определенный общий опыт. Ну, это, грубо говоря, это орган, наш аналог молдавского в Республике Молдова Совета по телевидению и радио. Сейчас он называется Совет по телевидению и радио. Да. Да. Господин Радзявичус, ну вот дождь лишили лицензии на вещание в Латвии. Я так понимаю, Литва тоже ограничивает вещание дождя на территории Литвы с 8 декабря. Я правильно понимаю? То есть, потому что есть... Возможно, так оно и будет. Здесь еще есть нюансы. После принятия решения о том, что приостанавливается лицензия или отнимается, в исполнение это может либо сразу вводиться, либо имея в виду, что можно обжаловать суду, возможно, ставит какой-то временный период. Поэтому здесь наша комиссия, насколько понимаю, будут советоваться с латышами, как у них эта процедура. Но принципиально это все равно означает, что если таковое решение останется в силе, то раньше или позже коллеги из «Дождя» потеряют возможность работать на территории Латвии с лицензией телевидения. Хорошо, а почему Литва? То есть, получается, что причина того, что приостанавливается лицензия на территории Литвы? Или лицензия, которая выдается в Латвии, она распространяется и на Литву? Как это работает? Ну, в Евросоюзе, чтобы вы, наверное, поняли, у нас есть определенная директива, так называется, аудиовизуальных услуг, директива, которая имеет определенные принципы для всех стран Евросоюза. Например, когда в Литве принимается решение о том, что какое-нибудь телевидение, например, которое зарегистрировано в Швеции или там в другой стране ЕС, грубо нарушило закон и принимаются определенные ограничения, то об этом извещаются другие партнерские организации, и на этом основании, если это соответствует ихнему законодательству, конечно, можно ограничивать трансляцию таких программ. Я приведу пример, чтобы было проще понять. В Литве, например, есть только два сильные ограничения на вещание. Это невозможно вещать порнографию и разжигание розни, войны и так далее. То есть эти два ограничения самые серьезные, и если принимаются таковые решения, то уже вещать невозможно ни тот, ни другой контент. И об этом извещаются, конечно, наши партнерские организации в других странах, что были приняты такие решения. И чаще всего принимаются похожие, аналогичные решения. Хорошо, вот с вашей точки зрения, был ли нарушен один из этих пунктов, в случае с Латвией в данном случае? Насколько... Я просто задаю вопрос для того, чтобы понимать, как это с точки зрения законодательства Латвии и, может быть, и Литвы. Действительно ли вот этот эфир, где Коростылев, его показывали сейчас в боковом окошке, о его рассуждениях про то, что нужно помогать мобилизованным. Действительно это нарушило вот один из тех пунктов, о котором вы сказали? Ну, я еще должен тогда дополнить, что я смотрел решение, насколько это было можно публично ознакомиться с этим решением, и должен сказать, что еще прозвучал один аргумент, который существует во всех странах Европы, и не только в Европе. Это еще и вопросы, связанные с национальной безопасностью. То есть, если таковые вопросы для отдельной страны происходят, то обычно, я не знаю про всех процедур в Латвии, но обычно регулятор или комиссия по радио и телевидению получают дополнительную информацию, которая чаще всего по понятным причинам не публикуется публично, но на основании такого решения могут принять определенные меры для того, чтобы ограничить распространение какого-нибудь контента, если это грозит национальной безопасности. И здесь должен четко сказать одну вещь, что нужно понять, что интересы одной страны и нацбезопасность одной страны не являются автоматически и в другой стране таким же, либо угрозой, либо не будет этой угрозы. Потому что ситуация в разных странах разная, даже в странах Евросоюза, насколько вы понимаете. Потому здесь я, наверное, должен уточнить одну вещь, что если такая же программа рассматривалась в нашей комиссии по радио и телевидению, я не могу с уверенностью сказать, что 100% такое же решение с такой же процедурой было бы принято. У нас был опыт, например, когда
в программах так называемых пропагандистов, сейчас называют Киселева, такого ведущего в России есть, и Соловьева. Их передачи нарушили наши законы. И мы принимали одни решения, а латыши другие. Например, мы 3 предупреждения, потом с ними общались, мы говорили, что приоритет не закрыть каналы, а сначала мы ограничили только их программы, их вещание. А в Латвии коллеги по их процедурам сразу приняли более резкое решение. Поэтому здесь я, к сожалению, не могу быть арбитром в том плане, сказав, что литовская законодательная процедура 100% соответствует латышским, и наоборот, в Евросоюзе есть разные процедуры, поэтому здесь есть нюансы. И, наверное, лицензия в Португалии, в Литве или в Польше рассматривалась чуточку по-другому. Ну хорошо, да, действительно, если сравнивать 3 страны Балтии, Эстонию, Латвию и Литву, то в Литве с точки зрения присутствия или представленности русскоязычного населения ситуация сильно отличается от того, что мы наблюдаем в Латвии и в Эстонии. В Латвии там 37% населения русскоязычные, а Рига, я там был до пандемии, как раз перед пандемией, у меня такое было ощущение, что это вообще русскоязычный город, да, по большому счету. Он гораздо более русскоязычный, может быть, где-то, чем даже Кишинев. То есть в этом плане действительно ситуация в Литве и в Латвии очень сильно отличается. Но у меня другой вопрос. Окей, лишили «Дождь» лицензии в Латвии, и он сейчас не сможет транслировать в кабельных сетях, я не знаю, или в эфире в Литве и в Латвии. В чем проблема, да? То есть они остаются в YouTube и могут транслировать. То есть они в любом случае нацелены прежде всего на свою аудиторию в России, да, не на аудиторию в Литве или в Латвии. Вот из-за чего весь этот шум, гам? Как вы это расцениваете? Знаете, я думаю, из-за того, что война. Если честно, я скажу поначалу не о канале «Дождь», о коллег-журналистов, потому что я солидарен со всеми коллегами, которые стараются работать честно по стандартам журналистики. Но, конечно, сам канал «Дождь», он определенно, можно сказать так, влип в ситуацию, которую врагу не пожелаешь, в том плане, что Российская Федерация, начав полномасштабную войну в Украине, она сделала одну составляющую очень важную, чем отличаются журналисты Литвы, например, Латвии и Российской Федерации. Вот Российская Федерация, как страна-агрессор, вы знаете, более того, она в литовском парламенте, в латышском признана еще и как государство, которое, скажем так, террористическое. Да. И все коллеги, наши журналисты, которых в России считают оппозиционными, плохими, там режим их не любит, но они являются гражданами России и с их российскими СМИ переносят свою деятельность в Литву, в Латвию, в Португалию, неважно, в Германию, и остаются таковыми, то есть российскими СМИ с лицензией, например, Латвии, они, конечно, должны учитывать одну вещь, что СМИ России в юрисдикции страны Латвии, например, оно все-таки становится уже СМИ Латвии. Потому что работает по лицензии и по законам Латвии, правильно? Да, так что если ты юрлицо делаешь уже в Латвии, то ты даже, грубо говоря, уже должен говорить «мы латыши» или «мы Латвия». Я в кавычках это, конечно, говорю по стандартам, но это латвийская СМИ, да. И если в России сейчас совсем нормально людям делить тех же российских солдат, которые воюют против Украины, убивают мирных людей, говорит, что есть, которые хотят воевать, это плохие солдаты, есть, которые не совсем хотят, но вынуждены воевать, нужно им помогать, спасать, то для Украины, например, они все оккупанты, все враги, которых, конечно, они будут убивать, наверное, защищая себя. Для наших стран, возможно, тоже оценка будет чуточку другая, чем для граждан Российской Федерации. Это тоже чуточку другое. Поэтому я должен еще раз объяснить, что и кроме законодательства и кодексов еще этики, которые соблюдаются, все СМИ из России, которые перемещаются в страны Евросоюза, должны, конечно, понимать, что к ним будут, внимание, более, скажем так, трепетно относиться к их контенту, и они должны учитывать, что любая поддержка Российской Федерации или граждан Российской Федерации, тем более воюющим, может оцениваться по нашей юрисдикции, к сожалению, как явление не очень соответствующее законам. А если высказывание будет еще насчет Крыма, оккупации и других вопросов еще более резко, то, возможно, может даже штрафоваться. Например, в Литве по законам советский оккупационный режим приравнивается оккупационному фашистскому режиму Германии. И любой, который будет говорить, что Советы освобождали Литву,
будет административная ответственность, потому что Советы нас не освобождали, они нас оккупировали. Но ребята из России иногда этого не знают и поэтому могут столкнуться с проблемами. Ну, ребята из России работают на свою российскую аудиторию. Она, значительная часть российской аудитории, на которой работает в том числе и «Дождь», она такая колеблющаяся аудитория, которая, я уверен, не готовы воспринимать Советский Союз как оккупантов на территории Литвы, да, то есть или Латвии, или Эстонии, и даже Республики Молдова. Тут совершенно понятно. Ну хорошо, а вот этот вот случай, где Коростылев говорит, ну этот эфир, да, непосредственный эфир, из-за чего началась вся вот эта вот история, где он призывает, как бы, давайте будем помогать нашим бедным мобилизованным. Может ли это расцениваться как бы как поддержка войны в данном случае, учитывая тот контекст политический, юридический, который есть в Литве и в Латвии? Я понимаю, что коллеги в Латвии, они так это оценили из того, что публично нам доступно. Но я должен еще дополнить еще раз одну, по-моему, важную составляющую, без которой у нас нет полной картинки. И в Литве, и в Латвии, когда выдается лицензия или отнимается, и если это связано каким-нибудь боком с национальной безопасностью, какими-то другими вопросами, обычно выдается еще дополнительная информация, секретная информация, если такова есть в службах госбезопасности, если это важно насчет принятия решения дать или отнять лицензию. Возможно, в этом случае я не полностью уверен, что все-таки была какая-то другая информация, которой у нас нет и, наверное, не будет. Поэтому здесь я оценивать только выступление могу с точки зрения моей личной, где я бы сказал, что со стороны этики у нас, наверное, были бы тоже проблемы с таким высказыванием, потому что есть определенные нормы в Литве. Но латышский опыт, он чуточку отличается, и всегда шучу, что когда говорят «балты», то балты только литовцы и латыши, эстонцы, угрофины. У нас много разниц культурных, традиционных и даже на уровне законов, тем более вот как раз говорите про это высказывание. Ну хорошо, а у вас есть понимание, почему, ну скажем, тому же «Дождю» нужно было обязательно получать лицензию? То есть они же могли спокойно просто работать, да? То есть как бы, ну, базироваться в Латвии в данном случае, да? Я понимаю, почему Латвия, там много русскоязычных, как бы это human resources или человеческие ресурсы, да, в главном случае. Но зачем обязательно нужно было получать лицензию? У вас есть ответ на этот вопрос? Да, у меня есть ответ. У нас даже те телевидения, которые, например, новостной портал Delfi в Литве, самый большой в балтийских странах, они начали вещание телевизионное, бренд Delfi TV давным-давно, но несколько лет тому назад они просто тоже обратились в комиссию радиотелевидения получить официальную лицензию вещания как телевидение, чисто из-за того, что чувствовали себя и думали, что клиенты тоже так чувствуют, что все-таки настоящее, я буду говорить в кавычках, серьезное телевидение должно иметь лицензию, чтобы соблюдали и они, и к ним отношение именно как к телевидению, которое соблюдает определенные нормы, нормативы, и они вещают качественно и так далее и тому подобное. Здесь, я думаю, коллеги правильно поступили, что начиная такую деятельность, брали лицензию. С другой стороны, я еще раз хочу обратить внимание, для любых граждан Российской Федерации, включая журналистов, выбирая сферу деятельности, тем более лицензированную деятельность, нужно все-таки обратить внимание, что страны Евросоюза до сих пор имеют разные регулирования национальные. Швеция одно, Литва другое, Польша еще другое. И если хотят вещать именно для своей внешней аудитории, то есть для нас внешняя, для них внутренняя Россия, они должны учесть нюансы и разницы подхода, и тем более вот такие вопросы, которые связаны с вопросами нацбезопасности и так далее и тому подобное, потому что в странах Балтии, вы понимаете, как странам, которые ближе всего к Российской Федерации, здесь и угрожений больше, и всех других вещей, поэтому, наверное, проще взять лицензию в той стране, где угроз меньше и каких-то вопросов может меньше возникнуть. Ну, вот они говорят, что... А может ли это быть связано в том числе и с доступом к рынку рекламы, скажем так? Потому что они в любом случае получают доход, да, находясь в Литве. То есть как бы вот тут Дождь, по-моему, заявил, что вещание в кабельных сетях приносит 20% доходов. Да? То есть может ли это быть экономический резон, скажем так?
Конечно, конечно. В нашем случае, например, тоже все кабельные и некабельные радио, телевизионные, то есть все вещатели, с одной стороны, участвуют в рекламном рынке, с другой стороны, даже для самой системы регулирования платят часть от своих доходов, рекламных доходов. Здесь много нюансов, почему лицензия, она тоже помогает открыть новые возможности. Например, если у тебя есть лицензия в одной стране Евросоюза, то ты можешь свободно или, можешь почти свободно действует во всех рынках Евросоюза. Здесь лицензирование как возможность быть официальным вещателем, конечно, очень важна по предоставлению разных услуг. Подписчики тоже. Тут много форматов, где будучи лицензированной деятельностью, ты можешь проще осуществлять свою работу. Ну хорошо, и, наверное, в завершении разговора, вот возвращаясь к то, с чего, в принципе, вы и начинали, да, о том, что как бы есть такой вопрос, как национальная безопасность. Вот и где, по большому счету, потому что очень многие стали обвинять, в том числе и «Дождь», да, стали обвинять регулятор Латвии в цензуре. Вот допустима ли цензура и где вот эта грань между свободой слова и нацбезопасностью? Это достаточно сложный вопрос, но, к сожалению, мы находимся в условиях войны, и все мы, и, по-моему, Российская Федерация даже не скрывает, что следующее после Украины, в случае, если, не дай бог, у них получится в Украине, очевидно, что у них уже не получается в Украине, то следующая Молдова, и они, по-моему, не скрывают своих амбиций по поводу Литвы, Латвии и Эстонии. Вот где должна быть грань между свободой слова и нацбезопасностью? Первым это на себя Казахстан почувствовали, когда, помню, российские федеральные каналы говорили, что это искусственное государство, и сразу их вырубили казахи, поняв, что они первыми, даже до Украины были. Ну да. Но в этом случае у вас вопрос очень правильный. Здесь, смотрите, цензуры, конечно, в странах Евросоюза нет. Даже в этом случае без лицензии журналисты «Дождя», конечно, могут во многих платформах работать свободно, то есть выражать все, что хотят, и делать так, как хотят, даже в более свободном формате. Но должны понять тоже мы одну вещь, которую вы тоже упомянули. Вопросы нацбезопасности, они в условиях войны, конечно, или чрезвычайной ситуации, например, в Литве до сих пор у границы с Белоруссией, с Россией у нас объявлена чрезвычайная ситуация, которая по Конституции позволяет государству ограничивать в том числе и деятельность СМИ. И я не буду утверждать, что я всегда рад, когда такие обсуждения вообще даже ведутся. Я считаю, что даже во время войны журналистам нужно оставаться профессиональным и работать. Но я не уверен, что здесь могу облегчить суть и судьбу коллег из «Дождя», сказав, что им будет проще работать. Наверное, будет еще более сложно работать, но я хочу им пожелать реально очень большой удачи и профессионализма. Здесь очень важны все этические и другие нормы, потому что нацбезопасность – это непростая штука. И обычно, когда это вступает в силу, здесь возникает много вопросов. И иногда я советую просто проверить в судах, все ли правильно, потому что здесь не из-за того, что неправильно кто-то поступил, а на всякой пожарной проверить, соблюдены бы все процедуры по демократическим нормам. Поэтому в суде в Латвии тоже такая возможность есть. Думаю, коллеги могут воспользоваться. Мы, демократия, у нас это возможно. Ну хорошо, вот вы, кстати, упомянули еще один вопрос, наверное, да, это действительно последний вопрос. У меня создается такое впечатление, что, во-первых, это действительно не очень стандартная ситуация. То есть «Дождь» перебрался работать в Латвию, то есть он получил лицензию Латвии, то это уже не российская СМИ, это уже латвийская СМИ или литовская СМИ, которая работает на основании лицензии. То же самое, допустим, когда Руперт Мёрдок, переезжает в какую-то страну и открывает свой Fox News или Fox TV в той же Турции. Это не американский канал, это турецкий канал, несмотря на то, что он работает под брендом Fox. Здесь немножко такая нестандартная ситуация. То есть нет ли у вас ощущения, что вот коллеги из России не совсем берут во внимание и не учитывают этот аспект, связанный с национальной безопасностью и с интересами тех стран, в которых они сейчас работают, Литвы, Латвии, Эстонии, скажем так? Я не могу сказать о всех коллегах, конечно, но иногда мне заметное чувство есть такое, что не в шутку, конечно, что всерьез, до сих пор часть, хотя граждан России считают, что ведется война против Украины, но некоторые думают, что это все равно какая-то специальная операция. Поэтому в этом случае, наверное, нужно четко сказать, что такая серьезная деятельность, как освещение или работа СМИ вообще во время войны, когда твоя страна воюет против другой страны, я имею в виду россиян, они должны понимать, что законы любых других стран не в рамках России, они не упрощают жизнь в том плане, что да, жить свободно можно,
работать свободно можно, но есть дополнительные нюансы, которых нет в Российской Федерации, и они должны это учитывать. И я так как раз хочу пожелать, потому что мы солидарны с журналистами, будем их поддерживать. Главное, чтобы они тоже учли нюансы всех стран, в которых они будут формально регистрироваться как местные СМИ. Ну, я думаю, это прекрасная нота, на которой мы можем завершить эту беседу. Спасибо большое за то, что пришли к нам в эфир и прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Всегда рады. Удачи. Вам тоже. До свидания. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цены свободы». Делитесь этим видео, комментируйте его, ставьте лайки, чтобы его увидело как можно большее количество людей. Подписывайтесь на нас в Фейсбуке и Ютубе. Увидимся в следующем выпуске «Цены свободы» во вторник в 18:00. До свидания.